130 работодателей в регионе воспользовались новой мерой поддержки возмещения расходов на зарплату сотрудников. МРОД плюс районный коэффициент и все необходимые отчисления. По новой схеме работодатель берет сотрудника на 3 месяца и авансом получает сразу 70% от всей суммы. Виктория Палкина встретилась с теми, кто рискнул и открыл новые рабочие места. Свежий хлеб и выпечка – свои полуфабрикаты. Сегодня Спаспоровское потребительское общество полностью обеспечивает необходимыми продуктами целый куст Прилузского района. По факту в Спаспорубе они одни из основных работодателей. В мае думали уволить 3 кочегаров, но новая мера поддержки пришлась очень кстати. Отопительный сезон закончился, работы нет, поэтому мы должны были их уволить. По этой программе мы создали временно на 3 месяца рабочие места подсобных рабочих, которые занимались благоустройством территории, работой по ремонту зданий, фасадов, покосом травы, уборкой борщевика. Новая точка общепита в райцентре Прилузского района уже полюбилась местным. В центре села приемлемые цены. Недавно приняли 2 сотрудников. Правда, для получения субсидий пришлось выполнить основное требование. Главное одно условие было, чтобы не было задолженности по налогам и сборам, возможные фонды. Вот нам где-то рассматривали в течение месяца у нас. Первый раз нам был отказ, у нас там были пени заплачены. Мы подавали второй раз, все было заплачено. И потом в течение месяца рассмотрели. И 70% часть субсидий мы уже получили. 3 сельчан трудоустроили и на местном лесопильном предприятии. Этих сотрудников оставят и после 3 месяцев, которые предусмотрены программой поддержки. Предприниматели нацелены на расширение производства. Да и новые работники оказались дисциплинированными и исполнительными. Мы достаточно быстро этих людей нашли через Центр занятости, потому что Центр занятости предварительно ведет работу в поиске сотрудников и подготовке сотрудников. Соответственно, они просто нам прислали список кандидатов, которые могут вам подойти более-менее. И эти все 3 кандидата как-никак подошли, и они все выполняют свои должностные инструкции. Только в Прилузском районе этой мерой поддержки воспользовались 10 предпринимателей. А это больше 2 десятков новых рабочих мест. Говорят здесь еще об одном плюсе новой субсидии. Мы не раз с этим сталкивались, что как раз-таки официальное оформление страдает из-за того, что для работодателя это большая нагрузка, отчисление на заработную плату. Поэтому, безусловно, мы очень обрадовались такой форме. Сразу же максимально постарались проинформировать наших работодателей. В рамках программы Коми получила с федерального бюджета больше 115 миллионов рублей. Новых заявок от работодателей в региональном министерстве ждут и сегодня. Напоминают, что есть и другие направления поддержки для тех, кто дает работу, и для тех, кто ее ищет. Граждане в целях повышения своего профессионального образования или получения дополнительного профессионального образования могут пройти данное обучение непосредственно на территории Республики Коми, либо в дистанционном формате. У нас на регионе работают 3 федеральных оператора. Это WorldSkills, это Томский государственный университет и Российская академия сельского хозяйства при президенте. Соответственно, путем подачи заявки через портал работы в России. Специалисты Центра занятости обработают данную заявку. Ситуацию на рынке труда в Коми в профильном ведомстве называют стабильной. Уровень безработицы не превышает 2%. 5500 жителей региона официально зарегистрированы в центрах занятости. При этом открыто больше 13 тысяч вакансий. Виктория Палкина, Яков Шлегель, Олег Юшков, телеканал Юрган, Прилузский район.